И проанализировав все эти 9 случаев, мы пришли к выводу, что у нас есть и на другие антибактериальные препараты аллергические реакции, да? Не только анафилактический шок. Мы пришли к выводу, что это результат бесконтрольного применения, чрезмерного применения антибактериальных препаратов. У нас нет культуры правильного применения лекарственных препаратов, да? У нас нет культуры, если заболеем, что надо пойти к врачу своему лечащему, чтобы только врач может поставить правильный диагноз. Очень часто, да, вот осенне-зимний период, все болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, это грипп и так далее. Но, опять же, у нашего населения ты начинаешь кашлять, у тебя температура, и все, нужно колоть антибиотики. В основном только врач может поставить диагноз и сказать, это бактериальная инфекция, это вирусная инфекция. И нашему населению нужно понять, что антибиотики неэффективны против вирусов. Многие пациенты сразу идем в аптеку и сами себе назначаем. Можно обойтись и без инъекций, то есть без параинтервального введения. Очень большинство заболеваний. И есть четкие показания для инъекций, да? То есть те же цефалоспорины есть в виде таблеток, есть в виде суспензий. И если ты находишься на амбулаторном лечении, то желательно применять твердую лекарственную форму. А инъекции, они всегда риск повышается, да? Мы проанализировали ситуацию с аллергическими реакциями, в особенности анафилактическим шоком. Вот прямо анафилаксия идет рост. В особенности пик это на 2021 год. И мне кажется, что это результат пандемии, да, когда действительно весь мир столкнулся с тем, что мы не знали, чем лечиться, да? Было использовано большое количество антибактериальных препаратов. Очень немаловажную роль играет пищевая безопасность. Почему на это нужно обратить внимание? Потому что наших домашних животных, тех же коров, баранов и так далее, да, лечат тоже теми же антибактериальными препаратами. И они обладают способностью, скажем, накапливаться, да, в мясе, проникают в молоко и так далее. Все это мы принимаем в виде молочных продуктов, мяса. И если, например, человек никогда в жизни, да, например, не принимал антибактериальный препарат, на первое введение может развиться анафилактический шок. Почему? Потому что уже с продуктами питания в организм проникли, скажем, антибактериальные препараты, да, и уже организм сенсибилизируется.